Вы смотрите «Вести Тимана Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. Вчера в администрации муниципалитета наградили ряд жителей района почетными грамотами и благодарственными письмами. Об этом через несколько секунд, а пока некоторые темы выпуска. Работа начата. Общественники Сосногорска обсудили краткосрочные планы работы Совета. Народный бюджет. Проекты отобраны, средства выделены, и в ближайшие месяцы начнется работа по их реализации. Живая классика. В городской библиотеке имени Якова Ротчева на уходящей неделе определяли лучшего чтеца района. В минувший четверг в администрации района более десятка жителей муниципалитета были отмечены грамотами и благодарственными письмами. Среди награжденных члены Сосногорского отделения Союза ветеранов Афганистана. Им были вручены почетные грамоты благодарности, а также медали в связи с 30-летием вывода советских войск из Демократической Республики. Благодарственными письмами и почетными грамотами регионального министерства, а также Комитета по делам ГО и ЧС отметили работников местного управления. Наградили и сотрудников ЕДДС по результатам смотра конкурса «Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования». Напомню, в 2018 году наша ЕДДС заняла первое место по северо-западу. Обновленный общественный совет района на этой неделе провел свое второе заседание. Какие вопросы стояли на повестке дня и какие были приняты решения, узнала Елена Двожик. На втором заседании члены общественного совета рассмотрели сразу несколько важных вопросов. В первую очередь были заслушаны отчеты, предоставленные администрациями района, Нижнего Одесса и Войвожа, о ходе реализации программы по противодействию коррупции и деятельности комиссии в этом направлении. Все отчеты получили одобрение общественников. Затем член общественного совета из Войвожа Анна Маркова рассказала о том, что удалось сделать по поручению Общественной палаты Республики Коми, которое было рассмотрено на предыдущем заседании. Вопрос касался конфликтной ситуации, возникшей у жителей одного из домов Войвожа по поводу очистки дороги вблизи дома, которую, как им кажется, должна производить администрация поселка. Как пояснила Маркова, данный дом по решению самих же жильцов находится на самоуправлении. И ситуация выглядит следующим образом. При переходе на непосредственное управление жильцы дома должны были учитывать тот факт, что такие виды работ, как благоустройство дома и придомовой территории, в том числе и очистка этой территории от снега, они должны осуществлять самостоятельно. Ответ, подготовленный Советом, будет направлен в Общественную палату республики, а также жильцам дома. Затем к членам общественного совета обратился глава района Сергей Дегтяренко. Он рассказал о реализации на территории муниципалитета народных проектов в этом году и тех из них, которые поддержаны республикой. Поддержаны 8 проектов Сосногорского района. По сравнению с прошлым годом это ровно в 2 раза больше, чем в прошлом году. Общая сумма одобренных проектов 2,8 миллиона рублей, из них 2,5 миллиона – это средства республики. Он также проинформировал членов Совета о том, что в ближайшие дни в районе стартует кампания по обсуждению народных проектов уже на следующий год и заручился поддержкой общественников в привлечении к этим мероприятиям как можно большего количества жителей муниципалитета. Елена Двожик, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Почти 3 миллиона рублей будет потрачено на реализацию в нашем районе народных проектов. Всего их 8. И затрагивают они сразу несколько сфер. Это культура, спорт, образование, занятость населения и ряд других. А вот уже со следующей недели в Сосногорском районе стартует обсуждение народных инициатив, которые будут реализованы в 2020 году. О том, что сделано и что только предстоит сделать, узнал Павел Дурников. Более 3 десятков народных инициатив было реализовано в Сосногорском районе с начала действия в регионе проекта «Народный бюджет». Свое отражение он нашел практически в каждой сфере. Так, например, в прошлом году был отремонтирован участок дороги в деревне Пожня, а кадетская школа Сосногорска укрепила базу допризывной подготовки граждан к военной службе. Мы обновили освещение, что немаловажно в тире. То есть стрелять стало уютнее, комфортней. То есть света хватает ребятам. Далее мебель, оборудование, специальные столы для стрельбы, винтовки новые получили, монокли. Интенсивность стрельбы увеличилась. На самом деле, может быть, сказывается новое оборудование. Укрепилась и база в сфере культуры. Артисты района получили новые сценические костюмы для будущих выступлений.
В рамках народных проектов ансамбля казачьей песни «Вольница» были приобретены новые женские костюмы. Также была приобретена обувь, как для женщин, так и для мужчин, новые красивые сценические сапоги, элементы костюмов, павлопосадские платки. А уже в этом году республика одобрила в 2 раза больше проектов, которые будут реализованы в Сосногорском районе. И если в 2018-м народный бюджет помог укрепить материально-техническую базу ряда учреждений, то в этом году некоторые объекты будут созданы с нуля. До 1 октября этого года в Сосногорском районе благодаря народному бюджету будет отремонтирован концертный зал детской школы искусств. В 6-м микрорайоне города приведут в порядок футбольные поля. А на базе Дома детского творчества и вовсе будет создан медиацентр для детей и подростков. Коснулись проекты из сферы дорожной деятельности и благоустройства. В поселке Нижний Одес уделят внимание подъезду к гаражному комплексу. Здесь будет выполнен ямочный ремонт. А в поселке Поляна обустроят зону отдыха. Много лет люди хотели, чтобы была именно в поселке Поляна какая-то зона для отдыха, для проведения мероприятий. И, наконец-таки, в этом году мечта многих граждан сельских, она осуществится. В настоящее время на этом участке, где планируется произвести работы по благоустройству, уже разработана и распланирована площадка. Этот проект будет реализован начиная с мая месяца. Планируется закончить его в октябре месяце. И думаю, наши сельские жители будут счастливы, довольны и наконец-таки дождутся того самого места, где они смогут собраться, провести мероприятие, повстречаться друг с другом. В Малой Пере установят спортивный комплекс. Затронет народный бюджет и сферу занятости населения. В поселках Керки и Поляна будут выполнены работы по ремонту и очистке колодцев. В поселке Виз будет произведена очистка территории от несанкционированных свалок с привлечением безработных граждан. Этот же вид работ запланирован и в Керках. А вот уже со следующей недели в Сосногорске стартует обсуждение проектов на 2020 год. Они пройдут во всех поселках района, общественных объединениях и трудовых коллективах, а также с жителями всех жилых микрорайонов Сосногорска. Полный перечень встреч размещен на официальном сайте муниципалитета. Ближайшие пройдут 19 и 20 марта в Доме детского творчества и городском Доме культуры «Горизонт». На первой площадке будет обсуждение проектов в сфере образования, на другой – в сфере культуры. Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. На этой неделе в стенах библиотеки имени Якова Рочева ожила мировая классика. Учащиеся 5-11 классов школ района боролись за право представить свое образовательное учреждение и муниципалитет в целом на региональном этапе конкурса. О том, кто стал победителем, узнала Елена Двожик. Нет. Я не в Онегина влюбилась, а в Онегина и Татьяну. И может быть в Татьяну немножко больше. Их обоих вместе. В их любовь. Любовь. Живая классика – конкурс международный и охватывает 80 стран. В России это самый масштабный детский литературный конкурс. Как он проходит? Сначала отборочный тур в школе, далее уже на уровне района и республики. Участник выбирает отрывок из прозаического произведения российского или зарубежного писателя на русском языке и представляет на суд жюри. Она его колотила, а он смеялся и пел. Она его била, а он пел. Она устала бить его, а он пел. Она опустила руки, а он ушел, поглаживая побитые свои плечи и спину. Он шел, напевая: пойте в переполненных троллейбусах. Если вам придется заплатить за это, заплатите. Пойте, когда пьете вино. Пойте у могилы. Что же вы молчите? Пойте. Из года в год ребята удивляют разнообразием текстов и своими актерскими данными. Вот и нынешний конкурс не стал исключением. Учащаяся 3-й школы Сосногорска Дарья Аверченко выступила с отрывком из рассказов детской писательницы Анны Мас «Дети капитана Гранта» и «Я». 3-й день подряд я читала на всех уроках «Дети капитана Гранта». Книжка была чужая. Мне ее дала всего на несколько дней Аня Горчакова из нашего двора. А главное, что это была и не ее книга, а книга нашего почтальона Якова Ивановича, которому мы помогали разносить газеты.
А вот Егор Левочкин, в свою очередь, сделал более серьезный выбор. Он прочитал отрывок из произведения Роальда Даля «Генезис и катастрофа». В прозе рассказывается о рождении и, пожалуй, самой противоречивой и ненавистной личности в мировой истории. Дорогая моя, вам не о чем беспокоиться. У вас совершенно нормальный ребенок. Я обещаю, что с ним все в порядке. А теперь закройте глаза. Вот так лучше. Я все молилась, чтобы он выжил, доктор. Но он и будет жить. О чем вы говорите? Другие не выжили. Что? Другие у меня не выжили. Ни один. Врач нагнулся, чтобы повыше натянуть простыню на грудь роженицы. Вам не о чем беспокоиться. Совершенно здоровый ребенок. Все участники конкурса ответственно отнеслись к выступлению и читали произведение эмоционально и проникновенно. Они старались выразить чувства, эмоции, глубинные переживания так, что зачастую знакомый текст воспринимался по-новому. Тем более, что жюри оценивало не только выбранную прозу, но и хорошую подачу материала. Ведь на кону следующий этап – региональный, где Сосногорск представит учащиеся Нижнеодесской школы номер 1 Валерия Кабалина. Елена Двожик, Влада Гришаева и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. А уже на следующий день свои двери для юных чтецов открыл Центр комикультуры. Поэтическая встреча была посвящена 180-летию основоположника коми-литературы Ивану Куратову. Ошкам окти, зонмас йокти, вишас, щеров, щив, юрас думса, вомас нюмса, петкытом мартлыш. Поэт-демократ, ученый-лингвист и философ сыграл немалую роль в коми-литературе. Куратов родился в 1939 году XIX века в селе Кебра. Сегодня оно носит имя поэта. Иван Алексеевич начал писать стихи в 13 лет. Переводил на родной язык отечественных и зарубежных поэтов. Оригинальные стихотворения, поэмы, басни, эпиграммы, фольклорные обработки. За свою жизнь было написано около 4500 стихов, почти 1500 переводов с разных языков, конспектов и заметок. Наш Куратов, он очень известен у нас в республике и, конечно же, за пределами. И вы знаете, что очень сложно сегодня на языке, на родном его языке, конечно, рассказывать, читать. Но сегодня наши руководители, учителя, они подготовили детей, и дети сегодня очень замечательно рассказали, душевно, красочно рассказали стихотворения. Я думаю, что сегодня выполнили свою задачу. Пожалуй, самые известные его произведения «Комик Ив», «Закар Орден» и «Том Нив» популярны среди школьников и сейчас. Вежнішний да ручку ашне, мем озлешав кринолин, шильє Джордж Владмир Вильда, эзышкижет Йорасщин. Дети в национальных костюмах выступали, рассказывали стихи и показывали разнообразие произведений Ивана Куратова. Это лишний раз доказывает – коми-язык жив и будет жить всегда. По окончанию мероприятия жюри выявило и наградило самого талантливого чтеца. Сегодня в Сосногорске стартовало открытое первенство района по фигурному катанию на коньках. Среди участников спортсмены Ухты и Сосногорска. В ближайшие дни на ледовую арену Звездного выйдет более сотни юных фигуристов. Они покажут свои навыки в короткой и произвольной программе. Первый соревновательный день был сегодня. Завтра первенство продолжится с 9 часов утра и до 6 вечера. В воскресенье с 8 до часу. Организаторы отмечают, что в расписании возможны изменения. А вот уже в воскресенье стартует достаточно известный в нашем районе, да и за его пределами турнир по баскетболу «Лига глухаря». Среди участников 14 любительских команд. Они представляют Ухтинский и Сосногорский районы. Большинство из этих ребят уже играли в прошлые годы. Уровень, по словам организаторов, с каждым годом становится выше. А это значит, что встречи будут еще интереснее. В этот раз в турнире примет участие и женская команда. Отмечу, равно как и Лига глухаря 3 на 3, этот турнир также продлится до конца года. Тогда и будет разыгран Кубок победителя. В завершении выпуска о погоде. К концу недели наш регион попал под влияние области повышенного атмосферного давления. При небольшой облачности усилились ночные морозы.
В выходные морозы спадут. В республику начнет поступать более теплый и влажный воздух с запада. По ночам ожидается в среднем минус 10. Днем в субботу на большей части территории температура будет в пределах минус 1, минус 5 градусов. В воскресенье ожидается оттепель. Столбик термометра поднимется до плюс 2 градусов. А пока на этом все. Новая информация уже в следующих выпусках нашей программы. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и удачных выходных. Подняться по карьерной лестнице? Шагай с командой Республики Коми.